Birinchidan, bu kitaplar aslida maqsadi uni xalqimizga bizim kechmish tariximizning boyligini ko'rsatmak edi. Eng evvela. Chunki 44 senesidan so'ng bizim tariximizga olgan sevda arttı. Ama bizim tariximizni bizga o'rgatajak menbalar şu siyosiy tarafdan diyeceğimiz tekaran bizga kelishmagan tarafdan bizlarni ko'rsatmayga tirishadilar. Onun uchun ellardan bir kuni o'tirib shu suhbatlashganda böyle fikrga keldik. Xalqimizga qo'limizdan kelgani qadar böyle kitaplarni neşr etib ve halkımız bizim bay tariximizdan, bizim kolumuzdan yazılgan malumatga esaslanib o'rgansin dedi. Мария тем, кто не владеет татарским языком. Суть сама или идея издания этого свода заключалась в том, чтобы собрать воедино в книгах информацию, начиная еще со времен, когда Крымское ханство оказалось в составе России, то есть с конца 18-19 века. То есть уже тогда проводились определенные действия. Исследователи, посетившие Крым, они оставили нам записки о памятниках мусульманской культуры Крыма. Первое, значит, это было собрать максимально всю эту информацию воедино. С другой стороны, за все время существования такой структуры, как охрана памятников, будь то царское время, будь то советское время, будь то после распада Советского Союза, выявилась такая закономерность, что с приходом и сменой одной власти в другой памятники крымско-татарской культуры, они уходили в небытие. Примером тому является довоенный и послевоенный период истории Крыма. То есть мы видим, что в 20-30-х годах, благодаря подвижнической деятельности, скажем, наших исследователей, в первую очередь Бахчисарай, Бадаминский, Алчокрапла и другие, очень многие объекты, которые были им известны, они были решениями органов государственной власти поставлены, взяты на учет. Если не в виде памятников, но подлежащих охране. Об этом свидетельствуют архивные документы, которые нам удалось найти. Но после 1944 года наступил такой период, который длился до конца 50-х годов, когда состоящие на учете и обязанные быть со стороны государства защищаемые памятники, они просто исчезли. В конце 50-х годов, когда началась новая волна постановки на учет памятников в Крыму, то очень многие объекты, связанные с нашей историей, именно с мусульманским периодом Крыма, эти памятники просто ушли в небытие, исчезли. И вот перед нами стала задача найти их, довести до читателей, показать многообразие и многочисленность памятников, оставленных мусульманским населением Крыма, начиная с периода Золотой Орды по современность, по 1944 год. Что и постарались коллектив, в данном случае я не буду говорить только за первые 2 тома, за все вот эти 4 тома, 5-й том, который сейчас делал Рифат. Да, и надеемся, что будет продолжение этой коллекции. Радует одно. Не хотелось бы хвалиться, но сегодня утром без 10:08 звонит мне женщина, старая бабушка. Вы такое-то такое. Да. Я хочу купить книгу по Бахчисараю. Я говорю, нет, когда будет, не забудьте, я ее куплю. Вот то, что эта женщина сказала, Харти инсан, Бахчисарайлы, бүгінгі күні яшай, көп көзілі тамырлары, ешкен бір ерде де, ve bugün günde şu kitaplardan meraklanıp onu okumağa isteyin. Yani bunu gösteriyor ki, yani bu kitap vaktinde, bu kitaplar diyeceğim, vaktinde galiba dünyaya geldi. Ve halkımız bu kitaplarda zaruriyet duyar. Demek şu merkezimiz bu işin devam etmeye borçludur.